Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. Вот о чем сегодня расскажем. За неделю плюс 43% заболевших ковидом. Президент поручил возобновить работу оперативного штаба. По пандемии медицинские службы, другие службы, надо начинать работу штаба. Если надо, архивировать все необходимые регламенты поручения дать. Какие еще темы поднимались на республиканском совещании, расскажет Сирина Сахапова. Бесплатная правовая помощь в режиме одного окна. Охватываем всех специалистов, всех органов, в том числе федеральных. Сегодня в Казани открылся квартал юстиции. Какие виды услуг будут оказывать, расскажет Рамиль Галиулян. Новый корабль Росгвардии отправляется служить в город Керчь. Значимое событие, когда один из самых крупнейших в Российской Федерации судостроительных заводов спускает корабли на воду. С торжественной церемонии Инзиля Хусаинова. Сегодня Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по противодействию ковид. В Татарстане растет заболеваемость только за неделю плюс 43%. Сегодня выявлено 176 случаев, 97 пациентов госпитализированы. На этой неделе количество смертей за всю пандемию достигло 2000. Эта тема стала главной на республиканском совещании. Беспокойство вызывает и низкий уровень коллективного иммунитета, всего 3,9%. По стране это 7,4%. Мало вакцинируются пожилые, они чаще попадают в реанимацию или страдают от постковидных осложнений. Какие главные задачи для оперштаба поставил президент и будут ли введены ограничения? На чем еще акцентировал внимание Рустам Минниханов в нашем материале. Ковид есть ковид, ничего хорошего нет. В пятницу 160 заболевших, в субботу уже 176. Устойчивый рост с начала августа. Количество госпитализаций тоже высокое. И такая ситуация по всей стране. По данным Роспотребнадзора, у нас заболеваемость выросла на 43%. Решение президента – возобновить работу оперативного штаба. Ваши коллеги, которые отвечали за работу по пандемии, медицинские службы, другие службы, надо начинать работу штаба. Если надо, архивировать все необходимые регламенты поручения дать, там ситуацию надо держать под жестким контролем. Ежедневно прививается от 4 до 5 тысяч татарстанцев. Этого недостаточно, чтобы повысить коллективный иммунитет. В Татарстане он составляет 3,9%. В России в 2 раза выше. Президент акцентирует внимание. В случае ухудшения эпидобстановки придется вводить ограничения. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, руководителям наших подразделений. У нас в республике бюджетная система огромная. Все требования по санитарно-противоэпидемиологическим требованиям должны быть соблюдены. Масочный режим для каждого из нас. Каждый день кто-то из близких, знакомых, количество очень серьезно растет. Придется нам некоторые вещи ужесточать, если вот такая динамика будет. Президент призывает активизировать работу по вакцинации. Это единственный способ избежать постковидных осложнений. Требует серьезного внимания и ситуации на дорогах республики. На этой неделе в районах произошли серьезные смертельные ДТП. Погибли 9 человек всего за 2 дня, в том числе и дети. Жизни 3 человек унесла авария в Высокогорском районе. Квадроцикл врезался в дерево. Погибли 37 и 36-летний мужчина, а также 17-летний подросток. По предварительным данным, водитель превысил скорость, а также не имел права на этот вид транспорта. Президент требует разобраться в причинах, провести внеочередную комиссию БДД и анализ работы глав районов. Очень жестко надо поработать. Очень много, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Смертность детская очень нас беспокоит. И Минтранс, и все. Я обращаюсь к главам. Будет сделан серьезный анализ. Отдельное внимание проведению крупных событий. Они запланированы на следующей неделе. День республики, начало нового учебного года, нефтегазохимический форум, глобальный форум молодых дипломатов. Все мероприятия с Днем Республики, с Днем Знания, и что касается вопросов проведения мероприятий молодежной столицы республики, ее надо очень
организованно, достойно провести. 1 сентября учеников ждут 1411 школ. За парты сядут 469 тысяч ребят. Сейчас строят 13 новых учебных заведений. 9 из них откроют 1 сентября. Сирина Сахапова, ТНВ, Казань. Пока эпидобстановка под контролем. Коечный фонд в госпиталях заполнен на 90%. Дополнительные резервы не разворачивают, заявляют в Роспотребнадзоре и Минздраве. Впереди осень, сезон вирусных заболеваний. И сейчас важна вакцинация как от коронавируса, так и от гриппа. За один визит можно сделать сразу 2 эти прививки. Обе вакцины есть в поликлиниках. Прививочный пункт работает и в Казанском торговом центре «Южный». Мы поговорили с экспертами, когда ждать новой волны ковид, введут ли масочный режим и поможет ли вакцинация. На сегодня все-таки, наверное, отдельно новую коронавирусную инфекцию выделять не совсем правильно. Она идет в совокупности с другими заболеваниями. Ситуация настолько динамично развивается, что на сегодня предугадать какой-либо исход, какой-то либо финал, да, очень-очень сложно. Мы каждый раз говорим, что все будет зависеть от того, как мы будем в первую очередь вакцинироваться. То есть на сегодня, конечно же, повторная вакцинация необходима. У кого прошло полгода после первой вакцинации, кто переболел полгода. Увеличивается количество выездных бригад для посещения пациентов на дому. Меняются процессы оказания помощи с точки зрения преемственности с амбулаторного на стационарный этап. Еще раз и еще раз проверяются запасы достаточности лекарственных средств, дабы не возникали у нас так называемые пробки вот в этих приемных покоях. Мне бы хотелось все-таки население просить, если чувствуете недомогание, если чувствуете, что что-то беспокоит вас, повышение температуры тела и без медицинской помощи в данном случае обойтись нельзя, пожалуйста, вызовите врача из поликлиники. Придут врачи, все необходимые исследования проведут и все сделают как надо. Потому что если вы по самообращению, если все жители города, которые в настоящий момент болеют острым респираторной вирусной инфекцией, по самообращению будут обращаться в приемные покои, это может привести к частичному коллапсу, конечно. Вакцины, во всем мире, в общем-то, ученые, врачи однозначно считают, что вакцины работают. Единственное, что сейчас вирус действительно мутировал, он научился избегать иммунитета, но при этом вакцины, хоть они и не защищают иногда от самой инфекции, так как вирус мутировал, но они защищают однозначно от тяжелого течения заболевания. То есть вирус, да, может поразить верхние дыхательные пути, вот омикрон, он специфично поражает именно верхние дыхательные пути, но при этом вакцина предотвращает его опускание в нижние дыхательные пути. Да, мы говорили о предыдущих таких пиковых значениях пандемии, делался акцент всегда на именно, так скажем, осложнение стороны органов дыхания. Это одышка, нехватка воздуха, то в последнее время мы отмечаем прежде всего осложнения, связанные с опорно-двигательным аппаратом, с болями в суставах, болями в спине. И, к сожалению, часть пациентов пренебрегает данными жалобами, что, соответственно, удлиняет период затем именно восстановления организма. Капремонт школ должен быть завершен в установленные сроки, особенно когда до начала учебного года остаются считанные дни, заявил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. Президент поручил строго контролировать в том числе и качество выполнения работ. План по вводу жилья в республике выполнен на 84%. Лидирует индивидуальное жилищное строительство, далее коммерческое жилье и соципотечные дома. 22 из них сданы, 34 возводятся. В Бавлинском, Балтасинском, Пестричинском и Верхнеуслонском районах сдали новые ФАПы. На финишной прямой строительство зданий стационарных медучреждений в Казани и Чистополе. В Набережных Челнах готовится к открытию драмтеатр «Мастеровые». В Елабуге достроен крытый футбольный манеж. В этом году строители должны сдать 6 детских лагерей, заявил глава Минстроя Марат Айзатуллин. В эти выходные с полей Татарстана соберут 4 миллиона тонн зерна. Остается еще менее трети урожая. В Предкамской зоне сегодня завершают уборку зерновых культур Атнинский район. На финишной прямой Кукмарские и Балтасинские комбайнеры. Это при том, что они уборку начали позже всех остальных. В Западном Закамье в лидерах Нурлатские и Аксубаевские аграрии. Самая высокая урожайность зерновых по республике. В Тетюшском районе 49 центнеров с гектара. Сейчас начался обмолот масличных культур, рапса и горчицы, а также копка сахарной свеклы и картофеля. Параллельно идет сев озимых культур и основная обработка почвы. Продолжается заготовка кормов. В зоне критики по темпам уборки зерновых Бугульминский и Бавлинский районы, отметил глава Минсельхоза Марат Зябаров.
Бугульминский и Бавлинский не в первый раз в зоне критики по темпам уборки. У вас и нагрузка на комбайн ниже среднереспубликанской. В Бавлинском районе самая низкая урожайность зерновой для этой зоны 28,7 центнеров с гектара. В Бугульминском районе еще 52% неубранных, а зимых это 3300 гектаров площадей. Главы районов, руководители хозяйств, прошу организовать необходимую работу. Сегодня в Зеленодольске спустили на воду новое судно, которое будет выполнять служебно-боевые задачи Росгвардии. В ближайшие дни оно отправится в Керчь для охраны пролива и Крымского моста. Это уже второй буксир проекта НЕ-012. Он оснащен современным оборудованием и построен по самым передовым технологиям на заводе имени Горького. Его корабелы республики собрали всего за 2 года. Первый уже на посту. Как спускали новый корабль, репортаж Инзили Хусаиновой. Разбитая о борт корабля бутылка к удаче, говорят корабелы. С такой морской традицией сегодня начали спуск нового судна на воду. Обряд крещения провела Юлия Кротова, которая работает на заводе уже более 14 лет. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Буксир будет служить долго. На благо нашей Родины. Значимые события не только для корабелов Татарстана, но и для страны. В Зеленодольске за это лето собрали второй однопалубный корабль. Росгвардия заказала их 2 года назад. Буксиры современные. Мы их относим именно к современным средствам. Они уже будут задавать новую линейку. На катерах стоит современное пожарное оборудование, противопожарное. Современные средства буксировки. Собственно, это 2 главные задачи, к которым будут привлекаться эти буксиры. В экипаже 8 человек. Судно может развивать скорость до 11 узлов и преодолевать до 650 миль. Это вообще в целом значимое событие, когда один из самых крупнейших в Российской Федерации судостроительных заводов спускает корабли на воду. И мы это делаем постоянно, систематически. В преддверии Дня Республики мы традиционно сдаем объекты, и вот спуск на воду рейса буксира, то, что происходит сегодня, он тоже приурочен ко Дню Республики. Буксир будет работать на нужды Росгвардии и обеспечивать безопасность нашей страны и работать в Керченском проливе. Рейдовый буксир будет направлен для выполнения служебно-боевых задач. Судно предназначено для буксировки плавсредств, перевозки грузов, а также для оказания помощи в тушении пожаров. Инзиля Хусаинова, Олег Мыльников, ТНВ «Казань». Сегодня в Казани открылся квартал юстиции. Он расположился на берегу озера Кабан на улице Хади Такташа. Здесь сконцентрированы все правовые услуги, которым смогут воспользоваться жители республики бесплатно. На открытие приехал министр юстиции страны Константин Чуйченко. Минюст подарил Татарстану автомобиль. Это передвижной пункт для оказания помощи. Квартал юстиции – пилотный проект в России. Татарстанскую модель возьмут в разработку и другие регионы страны. Рамиль Галиуллина оценил все возможности. Олег Кукушкин пришел к юристу с вопросом оформления собственности. Недавно получил в наследство гараж, но земля под ним не оформлена. Объяснили, что в рамках гаражной амнистии я могу это сделать, скажем так, без выплаты штрафов. По тому вопросу, по которому я пришел, здесь мне оказали помощь, сразу все, в принципе, понятно. Как оформить наследство, получить льготы, куда идти, чтобы перечислили пенсию? На эти и многие другие вопросы теперь можно получить ответ в квартале юстиции. Место, где сконцентрированы все правовые услуги. В 6 зданиях расположились управления Минюста России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив, студенческая юридическая клиника и даже музей. Новые объекты сегодня осмотрели Рустам Миниханов и Константин Чуйченко. Это отдел, да? В рамках Open Space, да, одна из комнат, двухкомнатный отдел по досмотрам, аудитория. Такой проект является единственным в стране, который территориально объединил службы Министерства юстиции. Сюда приходят люди, у кого возникают какие-то проблемы. И эти люди, у которых проблемы, их, как правило, разводят те же юристы, которые, хотят на этом наживиться. Многие люди не знают, куда обратиться. Вот то, что вот у нас вот здесь, ты знаешь, куда пришел, всю консультацию, что надо, ты здесь получишь. Таким образом, институт бесплатной юридической помощи, который до недавнего времени не работал на территории Российской Федерации, сейчас он получает, надеюсь, лучшую юридическую практику и, собственно говоря, будет эталоном для других регионов. Будет единая площадка, здесь представлены все участники. Специалисты будут оказывать услуги в режиме одного окна. Есть возможность провести прием дистанционно для жителей районов. Для удобства граждан
те, которые находятся в отдаленных районах, они смогут через центры МФЦ или исполнительные комитеты обращаться, связываться с нами по видеоконференц-связи и тоже получать правовую консультацию. Квартал станет учебным полигоном для студентов. Здесь смогут проходить практику начинающие юристы. Здесь они будут получать навыки, каким образом правильно консультировать, на что необходимо обратить внимание, как правильно квалифицировать тот или иной вопрос, и как задавать вопросы, как направлять и как выяснять именно причину обращения. Опыт Казани будет растиражирован и в районах республики. В каждом создадут пункт оказания бесплатной юридической помощи. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Казань снова стала центром мирового притяжения. Сегодня в столице Татарстана открылся 5-й глобальный форум молодых дипломатов. Обсудить современные тренды и вызовы дипломатии приехали 129 участников из 50 стран. Этот форум, зародившийся в Сочи, уже стал эффективной площадкой для открытого обмена мнениями по самым актуальным темам. Как отметил Рустам Минниханов, несмотря на непростые условия, в Казани собрались делегаты из многих стран. Как подчеркивают федеральные гости, Татарстан сегодня обеспечивает связи России и исламского мира. Что должно стать итогом встречи дипломатов, узнал Дмитрий Аринин. Поверенный в делах посольства Доминиканской республики в России Нельсон Ортега дипломатом решил стать из любви к истории и иностранным языкам. На международном поприще уже 6 лет. Этот визит в Татарстан для него второй. Ранее он был на Казан-саммите. Я приезжал сюда, чтобы продвигать сотрудничество в области туризма. Татарстан — это место, которое гордится своей культурой и историей, и хочется познакомиться с этим регионом лучше. Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан уделяет большое внимание международному сотрудничеству, и оно с каждым годом расширяется. Как результат, новые проекты экономического и гуманитарного сотрудничества. С 2016-го в Казани ежегодно проходит форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. По поручению Владимира Путина Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения «Россия. Исламский мир». За последние годы расширилась география и форматы взаимодействия Татарстана с дипломатическими представительствами стран мира. Отрадно, что несмотря на нынешние непростые условия, сегодня в этом зале собрались делегаты из внешнеполитических ведомств многих стран мира. Это наглядное свидетельство заинтересованности в предстоящих дискуссиях, настроенности на взаимоуважительный диалог и поиск общих интересов соприкосновения. Усилия Татарстана на мировой арене высоко оценивают в МИДе страны. В знак признания на этой неделе Сергей Лавров вручил Рустаму Минниханову ведомственную награду. В международных делах республика – самый активный российский регион. У Татарстана есть многолетний опыт этой работы. Не только через руководство группы стратегического видения, но и через такую замечательную инициативу, как Международный экономический форум «Казан-саммит». В Казань на 5-й глобальный форум молодых дипломатов приехали более 100 участников из полусотни стран. Это Арабские Эмираты, Иран, Мадагаскар, Индонезия. Главные темы встречи – новое время для дипломатии. Предстоит обсудить современные тренды и вызовы, в частности цифровизацию, кибербезопасность и культуру отмены. Как в своем обращении отметил Сергей Лавров, Россия сторонник цивилизационного и культурного многообразия народов мира. Мы категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный порядок, основанный на правилах. Этот так называемый порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны обязаны исследовать в фарватере так называемого «золотого миллиарда» и обслуживать его интересы. Форум молодых дипломатов будет идти еще 3 дня. Участники поставят свои подписи под итоговым документом, который обозначит общие подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня. Резолюция, она будет небольшая, и основной посыл ее на подчеркивание роли дипломатии как средства мирного решения существующих споров, и там будет сделан акцент на объединительную работу. Этот форум, это мероприятие действительно ответ. Мы не одни, с нами, по меньшей мере 2/3 населения планеты Земля.
еще можем посмотреть, кто в какой изоляции, особенно ментально. Завтра в Казани откроется еще один международный форум – Казанский глобальный молодежный саммит. Соберутся более 300 специалистов по делам молодежи. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. От Московского Кремля к Казанскому на мотоциклах. Сегодня в столице республики на мотофестиваль прибыли больше 500 байкеров. Они стартовали с Красной площади 25 августа, а сегодня завершили свой пробег у Казанской чаши. Здесь прошел концерт, выставка ретро-машин, показали трюки на мотоциклах, велосипедах и авто. На железном коне сегодня и Рустам Минниханов. Он возглавил колонну от Спасской башни до центра семьи. Во главе колонны президент республики, за ним 500 байкеров. Сегодня они завершили 800-километровый путь от Московского к Казанскому Кремлю. И отсюда отправляются по мосту «Миллениум» к чаше. Здесь участников и гостей фестиваля Рустам Минниханов поздравляет с наступающим Днем Республики и завершением очередного мотопробега «Два Кремля». Самое главное – безопасность на дорогах. Вот дети здесь, самокаты. Вот как надо вести себя, как надо ездить. Вот эта культура – она очень важна. Ну и самое главное, вы берегите себя и на дорогах, и от ковида. От московского мотосообщества поздравления в ответ. Хочу поздравить вас с юбилейным годом, 1100-летия принятия ислама. С наступающим 102-й годовщиной создания республики, молодой, здоровой, гостеприимной, такой, как мы уже 4-й год убеждаемся, так как умеют принимать здесь, в Татарстане, в Казани. Вчера мы были в Чистополе. Ну, это действительно черта вашего народа. В 4-й раз фестиваль объединил байкеров со всей России, ближнего зарубежья, Турции, Арабских Эмиратов. Станислав Иванченко не пропускал мотопробег ни разу, как и его спутник. 6-летнего мини-бультерьера по имени Ведмедь он называет собайкером. У него дороже жилетка, чем у меня. Вот, поэтому это разрабатывалось специально для него, шлем на заказ тоже специально для него. У него есть свой дождевик для дождя, для защиты от дождя. Вот, в принципе, бывает пытается кормом, бывает то, что ем я, то на заправке, как и все байкеры. Ну, у меня самый красивый мотоцикл. Москвичка Юлия Мороз – одна из редких девушек на железном коне. Хотя ее мотоцикл один из самых небольших в линейке, весит он около 250 килограммов. Я же на нем езжу, а не он на мне, поэтому нормально. Ну, девчонки, они на тяжелом моте редко встречаются относительно. Ну, по крайней мере, я понимаю, что не то чтобы я эксклюзив, но мало. Мужиков полно, девок мало. Для Евгения Мусатова из Москвы такой маршрут частый. Ездит в Казань по работе, а сегодня решил присоединиться к фестивалю. Въезжаете в Татарстан, другой мир, серьезно. И вы прям слышите, ловите тишину. Раз, поехали, шикарная дорога. Ну, в Татарстане вообще хорошая дорога. Весь день на площадке у чаши концертная программа, показательные выступления и выставка ретро-автомобилей. Фестиваль стал сюрпризом и для пар, которые сегодня пришли в ЗАГС. Круто. Хотели неординарную свадьбу, вот и получили. Лина Знатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. День города сегодня отметили в Менделеевске. На праздничном концерте по случаю 55-летнего юбилея города во Дворце культуры чествовали ветеранов-первостроителей. Для гостей выступили творческие коллективы и приглашенные артисты. От имени президента Татарстана менделеевцев поздравил заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Уникальная ценность этой территории в том, что здесь исторически сложился один из центров химической промышленности нашей большой России. С постройкой, модернизацией, развитием химкомбината связаны многие замечательные люди, именами, фамилиями которых вы по праву гордитесь, и потомки еще тоже будут гордиться. Менделеевск сегодня стал первым малым городом России, где прошла гонка героев. И это событие стало настоящим спортивным подарком к юбилею. В экстремальном забеге с препятствиями мог принять участие любой желающий. Заявились 60 команд. Здесь и прыжки в воду с 5-метровой высоты, препятствия в виде колес, рукоходов, подъемы по канату и многое другое. Первой пришла команда «Азот» из Кемерово. Вторыми трассу преодолели сотрудники завода «Аммоний».
Самое сложное было перебороть себя. То есть перед каждым препятствием ты должен понять, что тебе надо его пройти. Ты обязан это сделать ради того, что ты пришел уже сюда. Ты пришел, значит, надо все проходить. Мы не бросали друг друга, все ребята ждали, помогали, поддерживали, буквально физически помогали. В Казани открылась выставка в честь 65-летия Ферината Халикова, признанного мастера исторического батального жанра. Экспозиция «Время-вечность» развернулась в Национальной художественной галерее Хазине. Для мастера не существует временных рамок. Легкими и точными мазками он воссоздает прошлое. О масштабных исторических полотнах и почему стоит посетить выставку, расскажет Талия Тухватуллина. Когда ты картины свои оставляешь людям, они остаются в вечности. Феринат Халиков сегодня в окружении гостей, друзей и поклонников творчества. В галерее Хазине открылась персональная выставка, посвященная его юбилею. В этих картинах весь его творческий путь в конце 80-х начинал с пейзажей и деревенского быта. Это портреты семьи в родном доме, друзей в народных, татарских, удмуртских, крашинских, марийских костюмах. Позже появились знаменитые исторические полотна. В основном, конечно, историческая тема. Почему я ей занимаюсь? Потому что она очень сложно. Чтобы написать историческую картину, надо уметь все. И портреты уметь делать надо, и пейзажи, и натюрморты. Персонажи картины, посвященной трагическим событиям в истории Казанского ханства, Феринат Халиков писал с натуры. Прежде чем приступить к масштабной работе, художник изучал архивы, общался с учеными и археологами. Искусствоведы подтверждают достоверность исторических картин. Я патриот своего народа. Я рисую картины, чтобы татарскому народу остались эти картины. И чтобы они помнили меня, и я их тоже помню. Для этого и я пишу. Для народа, не для себя. Полотна мастера есть в Русском музее Санкт-Петербурга, в Историческом музее Москвы. На выставке представлены 80 картин из Музея изобразительных искусств Татарстана и личной коллекции. Самое просто прекрасное впечатление, потому что все картины настолько насыщенные, настолько объемные. Вот это такой жанр, где вот представлено много героев. Там можно рассматривать детально вот каждое лицо, каждое выражение. Это уходящая история. Да, не оторваться. Да, не оторваться. Феринат Халиков родился в Донецке. Когда ему было 3 года, семья переехала в деревню Шуда Балтасинского района. Потом в поисках работы родители оказались в Кирове. Здесь будущий живописец окончил художественное училище и уехал в Казань. Сейчас Феринат Халиков единственный в Татарстане академик Российской академии художеств. Помимо того, что он уникальный художник, он действительно является классиком современного национального искусства. И помимо вклада в культуру, в современное изобразительное искусство Татарстана, Феринат Абдулхаевич известен далеко за пределами. Выставка картин Ферината Халикова продлится до 20 сентября. Это 3 огромных зала о времени и вечности. Талия Тухватуллина, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Всего доброго! Здравствуйте. Изменений в погоде не наблюдается по всей территории Татарстана. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Знагаево, несмотря на переменную облачность, жара не спадает, осадков все нет, плюс 31. За 30 градусов в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге, и здесь также без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше порывы ветра минимальные, как и надежда на освежающий дождь. Антициклон, наполненный очень теплой воздушной массой и сухой погодой, властвует в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Температура очень высокая для этих дней августа. Воскресный день будет очень жарким в Болгаре, Торжаном, Буинске до 33 градусов тепла. Дожди не ожидаются. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность. Сохраняется жаркая погода и все еще без осадков. Из-за обширного антициклона в Татарстане установилась опасная атмосферная засуха. В ближайшие дни изменений в погоде не прогнозируется. В Казани небольшая облачность и по-прежнему без осадков. Ветер южный, слабый. Ночью плюс 18, а днем 32 градуса жары. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 43%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в кругу близких. До свидания.